Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Сведет ли вас судьба снова? Загадайте, пожалуйста, на себя и на того, с кем хотите снова быть вместе, либо просто встретиться. Загадывайте. Давайте вместе посмотрим, сведет ли вас судьба снова. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Какая интересная отсыпка. Ну, мужчину показывают прям в центре. Мужчину показывают сильным, мощным. И мужчина, знаете, как будто бы он воин. Да? Сейчас у него пора борьбы. Может быть и правда он где-нибудь в армии. Да? Может быть в жизни нужно за что-то бороться. Ему пришлось одеть эти воинские доспехи и взяться за работу. Ему сейчас тяжело, очень тяжело. На него очень многое навалилось. Прям и справа, и слева, и в ногах у него там что-то запутанное. И мысли путаются в голове. Прям тяжело. Мужчине действительно очень тяжело. И еще, девушки, у кого-то отыграется, что мужчина сейчас борется за свою свободу. Да, как ни странно, за свободу. Может быть, он с какой-то женщиной в паре, в браке. И это очень обременительные отношения, из которых он пытается выйти. Ему пришлось закрыться, одеться в доспехи, да, для того, чтобы с этой женщиной сразиться, чтобы обрести свою свободу. Может быть, вы на женатого загадали. Если на женатого загадали, то он сейчас в бракоразводном процессе, борется за свою свободу. Если вы загадали на неженатого мужчину, ну тогда у него не жизнь, а борьба и очень много проблем. Причем проблемы вот со всех сторон. Его просто вот обложили, да, и очень нужно постараться для того, чтобы все это порешать. Почему он не рядом с вами, хотя о вас он постоянно думает и мечтает? Да потому что он не хочет вас обременять своими проблемами. И знаете, как думает, вот зачем я ей такой нужен, весь проблемный? Ну, что она со мной будет делать? Еще и откажется от меня. Да, он хочет порешать свои проблемы, он хочет вывести свою жизнь на новую колею, и после этого только к вам повернуться. Тяжелая у него обстановка. Сейчас я еще на карту посмотрю. Ну вот воином его показали, воин. А может, правда, он где-то в армии находится, военным делом занимается. Прям как-то тяжело ему. И обстановка, очень тяжелая обстановка. Ну да, он пытается от своего прошлого уйти, по звезде свободу обрести, из тумана выйти, из туч. Слишком тяжело в жизни. О, еще и метла. Да, много всего в жизни у него приключилось, на него навалилось. Еще книга с проблемой, кстати, с документами могут быть у него. Либо какие-то бумажные споры, выяснения. И дорога, развилка. Представляете, как ему тяжело? Да, это проблема из прошлого. С прошлым проблема. Ну ничего, ничего. Пусть занимается, пусть это все решает. Девушки, если бы вы только знали, он думает о вас постоянно, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно он думает о вас. Он представляет вас вот такой вот прекрасной, с короной на голове. Вы в его памяти остались
как нечто невероятное, божественное, ангельское, да, то, к чему он стремится всеми фибрами души. Да, какие-то проблемы его к вам не пускают. Прям не пускают, и все. Пока не решит, к вам не придет. Да, у кого-то прямо женщина есть коварная рядом, которая все эти проблемы мужчине создает. Он бы с радостью к вам рванул и с радостью бы с вами встретился. Но поскольку рядом очень коварная женщина, он не может. Не может. И еще, смотрите, если мужчина не свободен, то тем, что он пропал, он вас защищает от этой своей коварной женщины, с которой он сейчас борется, от которой он хочет освободиться. Свободу хочет обрести от этой женщины. И он вас так защищает. Думает о вас постоянно. Очень надеется, что вы его дождетесь. Очень надеется, что вы ни с кем другим свою жизнь, судьбу не свяжете. Да, тяжело. Мужчине очень тяжело. Но сейчас этот мужчина, он закаляется. Вот в прямом смысле этого слова. Как опыт приобретает, получается, да. Характер у него меняется, подход к жизни у него меняется. Он как взрослеет, более мужественным становится. Видите, как и в голове туман, и ноги запутанные. Это ж надо постараться все это распутать, привести в норму. Если бы сейчас вы с ним встретились, возможно, ваши отношения бы и не сложились. Возможно, вы как не захотели с этим человеком выстраивать свои отношения. Он нестабильный сейчас, абсолютно нестабильный. Он должен повзрослеть, он должен возмужать, он должен стать более серьезным, сдержанным мужчиной. То, что происходит в его жизни сейчас, это кармическая задача, кармический урок, который он должен пройти сам. Сам, понимаете? Если бы вы были рядом, вы бы всю себя бросили ему на помощь. Но вы такая, вы мимо никогда не пройдете, особенно если чувства есть. Так, ну принцесса принцессой. Кстати, девочки, чтобы вы знали, этот мужчина вашей жизнью интересуется как-то, вот, знаете, тайным образом. То ли он кого-то просит, чтобы ему докладывали о том, что происходит с вами в вашей жизни, то ли он каким-то другим хитрым путем за вами следит. Он очень многое знает о вас. Знает, где вы, что вы, с кем общаетесь, как живете, там, где работаете, что у вас в личном происходит. Все знает, все. Как владеет информацией о вас. Вы-то о нем ничего не знаете, либо приблизительно можете знать. А вот он о вас все знает. Все. Вот все, что нужно, все знает о вас. И вот чем больше он о вас узнает, тем больше он в свое сердце для вас открывает. Вас больше в его сердце становится. Он вами восхищается, благородством вашей души. То есть вы не только внешне красивая, вы и в душе очень красивая. Восхищается тем, насколько вы сильная, мужественная, как вы справляетесь с проблемами, которые есть в сегодняшнем дне. Он с этого тоже силы берет, черпает. Это не дает ему сломаться, согнуться, прогнуться, да, позволяет ему идти дальше. То есть если вы сильная, то и он должен быть сильным, чтобы быть вам под стать. Так, ваша встреча, она обязательно будет. И будет она к концу года, ближе к концу года. Понятно, что вы все разные, и не в один день у вас у всех будет встреча, но вот до конца года вы обязательно встретитесь. Мужчина, это его будет инициатива, он будет искать ту возможность с вами встретиться, и он ее найдет. И опять же, к концу года он более-менее свои вот эти дела все раскидает, порешает, будет более-менее свободен. И опять же, главные метаморфозы в его жизни произойдут, он поменяется. Для вас эта встреча будет случайностью, а для него это будет план, да, спланированная встреча. Он это все там в голове будет вынашивать, продумывать, до мелочей продумывать. И, ну, грубо говоря, он к вам навстречу придет, а вы вот прям опешите, скажете: ну надо же, я не рассчитывала тебя увидеть, я не рассчитывала тебя встретить. Встреча, кстати, будет у вас незабываемая. На этой встрече мужчина будет невероятно обходительный, милый, будет вам во всем угождать и будет смотреть на вас, ну, каким-то
невероятным взглядом, взглядом, который прям сердечко ваше будет цеплять. Ну, влюбленным, я так понимаю, нежным взглядом будет смотреть. Вот на этой встрече между вами все и решится. Девочки, понятно, что вы все разные, понятно, что сердцу не прикажешь, и всякие разные обстоятельства бывают. Но если вы этого мужчину выберете, и если вы ему позволите быть рядом, то этот мужчина вам в жизни очень здорово поможет. Видите вот эту картинку? Вы сидите в лодке, а он эту лодку подталкивает. Видите? Это то, что он должен для вас сделать. Он должен вам какую-то помощь оказать. Либо он должен вашу жизнь поменять путем того, что он вас куда-то, не знаю, отвезет, перевезет, какую-то колоссальную поддержку окажет там, в рабочих вопросах, в финансовых вопросах. Но вы в лодке. Лодка — это жизнь. Да? Он вашу эту лодку, жизнь подталкивает вперед. Причем подталкивает слева направо. Не к себе тянет, а от себя отталкивает. То есть это он будет делать, он будет помогать, он будет вкладываться. Да, от чистого сердца будет помогать. И еще, видите, над вами и им открыт большой зонт. Вашу пару ангелы будут хранить, защищать от всех невзгод, от всех неприятностей и бед в жизни. То есть если вы вместе, у вас жизнь меняется, и у него, и у вас. Ангелы помогают, ангелы защищают, и ничего вам не грозит и не угрожает. Мне еще кажется, что зонтик этот раскроется благодаря вам, потому что душа у вас очень чистая, у вас корона на голове. То есть вас ангелы любят, а мужчине, получается, через вас защита достанется. Но, тем не менее, он тоже должен будет вложиться, он должен поменять вашу жизнь, он должен улучшить вашу жизнь, девочки, улучшить именно. Если вы ему позволите улучшить вашу жизнь, вы никогда не пожалеете. Никогда. У вас с этим мужчиной впереди еще очень долгая история. Еще будут и отношения, и любовь, все это еще будет. Когда он будет готов, понимаете? Сейчас он как не готов. Слишком много проблем, слишком много всего навалилось, и плюс у кого-то еще вот эта женщина какая-то неприятная есть. Не потянет, либо не даст вам всего того, чего вы достойны. Поэтому вы и не вместе, поэтому судьба вас и разделила. Когда он будет готов, ему и дорога к вам откроется, и встречу он сам устроит, и, соответственно, помогать вам по жизни станет. Девочки, все еще будет. Вы не думайте, что он вас не видит, забывает. Нет, вот как раз-таки на расстоянии любовь его и расцветает. Причем прекрасным цветком расцветает. Вот, не забудет. Вот как вы его не можете забыть, так и он вас не забудет. У вас, кстати, очень сильная эмпатия к друг другу. Так что все еще будет. К концу года, декабрь, начало декабря, середина декабря, конец декабря. Все разные. У каждого будет своя дата, но вы точно встретитесь. Для вас это будет сюрприз, для него это будет спланированная встреча. Ну и на мужчину судьбой наложена обязанность вам помогать. Вас, вот видите, по жизни подталкивать, решать ваши проблемы, заступаться за вас, ну и менять вашу жизнь к лучшему. Все еще впереди. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.